Финно-Угорскому этнопарку 10 лет. Построенный некогда в буквальном смысле в чистом поле, сегодня он принимает около 23 тысяч гостей в год, в том числе и из-за рубежа. А также по праву может считаться одним из центров событийного туризма в регионе. О том, чем живет парк сегодня, расскажет Ксения Лосева. Свой юбилейный 10-й сезон Финно-Угорский этнопарк встретил, как и полагается, настоящему имениннику с новыми достижениями. В прошлом году здесь открыли хостел «Морошка» на 40 мест. Гостей ждет обновленное кафе, которое сменило интерьер, меню и даже посуду. Заметно преобразились также лодочная экспозиция, чум, лесные тропы. На территории появился гигантский стул Лешего. А специально к столетию региона здесь установили новые объекты. Новых объектов появилось 38. Это 30 сундуков, 3 музыкальных инструмента, вот рыба наша музыкальная, по барабан и ксилофон. Помимо этого появилось 4 фотозоны новых. Это крестовины, это имитация деревенского сруба, внутри которого мы попытались рассказать о жизни нашего коми-человека в ранние времена. Помимо этого в парке устроено коми-подворье. Работают конгресс-холл и гостиница. Оборудованы места для всевозможных мероприятий. На площадке повелителей Пармы можно пострелять из лука, арбалета или рогатки, кинуть в мишень копье или топор. Инструкторы объяснят, как управляться с оружием. Здесь нет неинтересных экспозиций, только интерактив и полное погружение в быт и обычаи финно-угорских народов. Современному искушенному туристу уже не интересно просто смотреть. Все новое он хочет пробовать на себе. Этнопарк эту тенденцию поддерживает. Так, например, здесь можно почувствовать себя в роли музыканта и сыграть на такой волшебной рыбе. Что ж, для первого раза, думаю, неплохо. Финно-Угорский этнопарк изначально задумывался как многофункциональный туристический комплекс. За 10 лет идеи и концепции не раз пересматривались вместе с меняющейся реальностью и запросами туристической отрасли. Но смыслы всегда оставались одними и теми же. В приоритете было сохранение истории и культуры коми и других финно-угорских народов. Если изначально парк был создан как некий такой культурный подиум для 24 финно-угорских народов, но прежде всего для коми-культуры, то потихонечку парк перерос в туристический объект. Мы стали в 2017 году туроператором, мы официально внесены в реестр туроператоров России. Если изначально мы стали туроператором по внутреннему туризму, то уже в 2018 году мы получили статус туроператора по международному въездному туризму. Имеем право принимать иностранные группы, и привозить их в Республику Коми. Сегодня этнопарк работает не только с турагентствами и туроператорами соседних Кировской и Архангельской областей, но и развивает партнерские отношения с другими регионами. Из последнего удалось договориться с туроператором из Ярославля, а значит, совсем скоро в Коми приедут туристы из уже более дальних уголков нашей страны. Кстати, исследовать красоты нашей республики теперь им можно будет и самостоятельно. Этим летом у этнопарка появился дом на колесах. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.